Уважаемые члены Межправительственного совета, дамы и господа, уважаемые гости, позвольте еще раз поприветствовать всех участников заседания на побережье озера Иссык-Куль. Текущий год для нашего Союза является юбилейным годом в связи с пятилетием подписания договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летием идеи евразийской интеграции. В этой связи, уважаемые коллеги, позвольте поздравить вас с юбилейной датой и выразить признательность за участие в заседании. Уважаемые коллеги, евразийская интеграция была и остается приоритетным направлением внешней экономической деятельности Кыргызской Республики. Мы придаем особое значение вопросам интеграции и прилагаем максимальные усилия для дальнейшего развития и укрепления нашего Союза. В целом следует отметить, что с момента вступления Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз достигнуты серьезные позитивные результаты, в том числе в торговой, экономической и социальной сферах. Появились новые условия для стимулирования развития бизнеса ввиду отмены таможенного, санитарного и фитосанитарного видов контроля. В условиях отсутствия таможенных границ стимулируется перемещение товаров и услуг. Предприниматели Кыргызстана получили возможность развития и активной конкуренции на общей площадке ЕС. Принятое на площадке Евразийского экономического союза решение по признанию эквивалентности системы ветеринарного контроля Кыргызской Республики придало возможность и дополнительный стимул в развитии торгово-экономических отношений. Подводя промежуточные итоги, можно с уверенностью отметить, что наш союз состоялся как полноценное и быстро развивающееся интеграционное объединение. За 5 лет функционирования Евразийского экономического союза заметные ощутимые результаты системной работы всех государств-членов. Впервые в годы интеграции сторонами был определен вектор в сторону наращивания экономического и торгового потенциала союза, а прошлые годы можно охарактеризовать прорывным в области укрепления позиций союза на международной арене. Об этом свидетельствует действующая зона свободной торговли с Вьетнамом, подписанные соглашения с Ираном и с Китаем, продолжающиеся активные переговоры с Сингапуром, Индией, Египтом, Сербией и Израилем. Говоря о цифрах, то за 5 месяцев текущего года торговый оборот Кыргызской Республики с партнерами по Союзу вырос на 5% по отношению к аналогичному периоду 2018 года. Валовый внутренний продукт за первое полугодие 2019 года продемонстрировал положительную динамику и вырос на 6,5%. Также наблюдается и рост промышленности на 20% за первое полугодие текущего года. Хочу отметить, что на постоянной основе государственным членам ЕАЭС совместно с комиссией проводится комплексная работа по созданию наилучших условий для бизнеса, в том числе путем совершенствования правовой базы Союза, стимулирования наращивания экспорта, углубления существующих, а также создания новых производственных цепочек на территории Союза, создавая при этом рабочие места, что в конечном итоге позитивно отражается на экономике. Уважаемые коллеги, необходимо отметить, что одной из основных целей Союза является стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, что обязывает нас воздерживаться от мер, способных негативно отразиться на достижении целей Союза. Негативное влияние внешних факторов, наряду с барьерами внутри Союза, продолжает размывать эффект чистого воздействия интеграции. К сожалению, несмотря на приоритетность и незыблемость основных принципов, на внутреннем рынке Союза до сих пор существуют барьеры и ограничения.
В этой связи с этим считаем необходимо принять исчерпывающие меры по их устранению, а также наделению комиссии расширенными полномочиями по справедливому и оперативному решению спорных вопросов в целях полноценного функционирования Союза без барьеров, изъятий и ограничений. Дорогие коллеги, сегодня в узком формате мы провели конструктивный диалог по повестке заседания и обсудили вопросы, касающиеся нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин, соглашения о регулировании алкогольного рынка в ЕС и вопросы, затрагивающие общий финансовый рынок, который мы планируем запустить к 2025 году. Кроме этого, в широком составе мы рассмотрим ряд вопросов, в том числе по вопросу цифровизации Союза. Необходимо отметить, что активным темпом идет реализация цифровых проектов ЕС, которым Кыргызстан придает особое значение и принимает все меры для эффективного продвижения и реализации внутри страны. Также планируется рассмотреть совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса государств-членов, которые направлены на обеспечение сбалансированности общего рынка и использования потенциала стран в целях импортозамещения и ориентирования бизнеса на создание новых производств. Последующая реализация рассматриваемых вопросов несомненно будет способствовать дальнейшему углублению интеграции, позволит нам получить от этого соответствующую экономическую выгоду. В свою очередь, хотелось бы выразить надежду на продвижение озвученной на юбилейном заседании Высшего Совета от 29 мая текущего года инициативы президента Кыргызской Республики относительно формирования наднационального органа по регулированию общего электроэнергетического рынка Союза, который позволит эффективно координировать наше сотрудничество в данном направлении. Уважаемые коллеги, в текущем году мы приняли эстафету Евразийской недели у Армении и, пользуясь случаем, хотел бы пригласить участников заседания на 4-й международный форум «Евразийская неделя 2019», который пройдет с 25 по 27 сентября в городе Бишкек. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех участников МПС 9-10 сегодня-завтра в культурный центр Рухордо, где мы находимся, стать частью большого музыкального события, которое пройдет в этот раз не только под открытым небом, но и под морским бризом международного фестиваля классической джазовой музыки Tengri Music Fest. Уважаемые коллеги, в завершение хочу еще раз всех поблагодарить за то, что приняли предложение кыргызской стороны провести очередное заседание Евразийского межправительственного совета на территории Кыргызской Республики, на берегу Иссык-Куля. Надеюсь, все участники, помимо проведенной плодотворной работы, получат удовольствие пребывания на озере Иссык-Куль.